По словам министра здравоохранения, этот корпус стал чуть ли не объектом зависти со стороны даже московских коллег. Главный врач онкологического диспансера Ильхам Сулейманов проводит экскурсию для Рамзана Кадырова по кабинетам нового корпуса, который должен открыться уже этой осенью. Оборудование самое современное, даже двери. Они здесь двойные, пока не закроются одни, вход в операционную закрыт. Сначала вот это закроется, потом вот это откроется. Это чтобы грязный воздух. Здесь будет эндоскопическая операционная, это торакоскопических и лапароскопических операций. Трилюкс – это подвесные системы французские, считается одним из лидеров в этом направлении. Нет самих стоек для лапароскопии и торакоскопии, но мы переговоры провели. Это будут, без проблем по открытию, все есть. Да? Сейчас без эндоскопической хирургии. Да, все. Это такое. Следующее помещение уже для открытых операций. Все-таки большая часть онкологических заболеваний пока требует именно такого вида хирургического вмешательства. В онкологии 70% это открытая операция. Таких операционных у нас 5. Да, лампы с камерой, то есть все, что происходит здесь в операционной, я вижу себя в кабинете, то есть кто как оперирует, могу оценить и принимать. Даже уход за больными здесь будет совершенно другим. Видеонаблюдение позволит медперсоналу видеть всех пациентов одновременно. Здесь будет стул, где будет сестра сидеть. По Wi-Fi все передается сестре на монитор. И она знает состояние каждого пациента. Условия просто замечательные, на самом деле. Ты в Германии работал, я в Москве, там, в Японии, везде ты бывал. Некоторых элементов в Москве нет. Да. В следующем помещении главврач рассказывает Рамзану Кадырову об особенностях уже установленного оборудования. То есть пульс, кислород в крови, все эти данные, давление. Все жизнеобеспечение. В Москве это одни из самых лучших французские аппараты. Самый лучший, да? Да, самый лучший. Мне надо посмотреть, чтобы было самое лучшее, современное. Обязательно надо приобрести самое лучшее, что есть. И чтобы, если мы открываем 100%. А это уже подвальное помещение радиологического корпуса, так называемый каньон для установки лучевой терапии в соответствии с требованиями безопасности. Ширина стен должна достигать вот таких впечатляющих размеров. Это аппарат для лучевой терапии, который закрывает 60% нужд пациента. О том, с какими сложностями сталкивается учреждение в своей деятельности, главе региона Ильхам Сулейманов рассказал уже в кабинете. По словам главврача, здесь до сих пор есть перебои с электричеством. Рамзан Кадыров, в свою очередь, дает поручение первому вице-премьеру Исету Мхаджиеву. Есть такие небольшие проблемы, которые, я думаю, мы решим. Это то, что водоснабжением нужно дополнительный резервуар ставить. И плюс, когда происходит перерыв, электричество заканчивается, вот переход на резервное электропитание, время много занимает, которое непозволительно для аппарата искусственной вентиляции легких и для функционирования хирургического оборудования. И только остановились наши больные у нас дома, и только начали доверять нам. И если у нас есть элементарная проблема, электричество, вода, поставить резервуар это 2x24. Это поменять оборудование, тоже там несколько дней, один день, и на второй уже должны запустить. Это элементарная проблема. А то, что касается насчет дополнительных кабинетов, это чуть-чуть времени нужно закупить, надо поставить, нужно. А те вопросы, которые элементарные, которые не должны были быть, сейчас, сегодняшняя, занимаюсь этим вопросом и решим его. Рамзан Кадыров отметил, что сегодня, к сожалению, регион находится в лидирующих позициях по числу онкологических заболеваний. И происходит это главным образом, потому что люди слишком поздно обращаются к врачу. У нас онкологические больные больше, чем в других регионах Российской Федерации, потому что они вовремя не проводят обследования. У нас можно выявить за год или за 2 года до проявления болезни. А мы когда обращаемся? Когда нам очень плохо. Поэтому, если у нас будут созданы все условия для этого, то мы можем приостановить это все. И мы можем спасти тех людей, которые сегодня умирают. Поэтому я очень много консультировался по этому вопросу, так как он является советником. И я уверен, что мы можем помочь нашему народу, не только нашему, и соседним регионам тоже. Если мы
полном объеме запустим онкодиспансер там и создадим все условия. А для этого нам не нужны большие затраты. Мы основные затраты сделали, и все оборудования, которые мы закупили, мы потихоньку Ильхам запускает их. Поэтому вот у нас приоритетное направление Министерства здравоохранения и первого вице-премьера – это вот эта больница. Ильхам Сулейманов также доложил о том, что особая работа ведется и для подготовки специалистов. Сейчас около 30 человек учатся в Москве. Значит, мы планируем, что наших местных, которые мы отбирали отсюда, по России, кто-то учился в ординатурах, в аспирантурах, мы их привлекли, переобучим, то есть повысим их квалификацию. Это радиологи, медицинские физики, дозиметристы, топометристы, то, что без чего онкология не функционирует. Еще вопрос, там обращаются, что нам не выдают там лекарства, или у нас не бывает лекарства, нужный там медикамент. Как вот состоится дело насчет лекарства? Благодаря вашим усилиям, вот то, что подготовка кадров, вы нашли, изыскали возможность, выделили 15 миллионов денег на подготовку кадров, уже 30 человек наших учатся. И по лекарственному обеспечению 50 миллионов, благодаря вашим усилиям, сейчас выделено. Эти деньги, не дожидаясь до тендера, сейчас будет осваиваться счет будущего финансирования, поставка это будет централизовано только через онкодиспансер, чтобы они могли централизованно через них получать нужные препараты. Мы занимаемся вопросами, там, мы выделяем там, по мере возможности средства выделяем, но нам надо закупать качественные лекарства и чтобы они доходили до тех людей, которые нуждаются в этом. Знаешь, мы тоже выявили здесь добросовестно врачей выявляем и освобождаем их, знаешь, от занимаемых должностей. Там надо работать над тем, чтобы лекарства доходили. Лекарства дорогие, там, знаешь, они берут, там, знаешь, продают там. Потом аптеку сдают. Потом получил там начальника отделения, потом, получается, они где-то в аптеке продают. Или там говорят, что мы тебе там за полцены, ты нам сегодня дай вот эти средства, я за полцены продам. Вот тоже такие случаи тоже бывают. Поэтому надо делать так, чтобы главврач и все те органы, службы, которые должны проверять, вот, доходит до тех людей, которые нуждаются в этом лекарстве или нет. Поэтому это очень сложный процесс. Я думаю, что мы сможем поставить на ноги, и у нас будет самый лучший онкодиспансер. И мы еще благодаря Ильхаму там инвестор строит у нас частную клинику, и это будет лучшая клиника. Нужно будет отправлять в Израиль, Германию, Японию. Наши могут у нас провести обследование и сразу поставить диагноз на год раньше. Если мы отправляем в Германию, там, берем самолет там, или оплачиваем гостиницу, это все останется у него в кармане, там, и он дома у себя будет обследовать. В конце года мы приедем, посмотрим, если есть проблемы в онкодиспансере, то уже вы не состоялись. Если не будет проблем, то уже вы состоялись как член команды. По словам главного врача, ежегодное лечение в онкологическом диспансере проходит около 9 тысяч человек. Но одна из главных проблем заключается в том, что в регионе недостаточно налажен способ выявления и фиксации онкобольных. Недавно был в рабочей поездке в Японии, и там на 100 тысяч населения выявляется 650 случаев рака. Это страна, где очень хорошо поставлено выявление. Я не думаю, что у нас меньше. Вот. У нас по статистике это количество около 120, вот разница, в 6 раз. 120 на 100 тысяч человек. То есть мы отстаем в выявлении раза в 6. Открытие новых отделений с самым современным оборудованием позволит сделать значительный шаг в лечении онкозаболеваний. Хирургические, терапевтические, радиологические корпуса и сама поликлиника фактически сведут на нет необходимость выезжать для лечения за пределы страны. Будет легче выявлять и легче лечить. Ведь можно выявлять пациентов, а если у тебя нет арсенала для лечения, то опять пациенту приходится выезжать за пределы республики. Но мы все это делаем синхронно, то есть мы подключаем оборудование, которое позволит рано выявлять заболевания. И в то же время мы проводим узконаладочные работы с самого хирургического корпуса и корпуса лучевой терапии. То есть для проведения лечения тем пациентам, которых мы выявили. По словам министра здравоохранения, это направление находится под особым контролем главы региона. Казалось бы, это такой легкий вопрос, строительство, оснащение, но онкологический диспансер имеет свою специфику. Почему? Потому что здесь очень дорогостоящее, сложное оборудование,
монтажу этого оборудования предъявляется определенные требования. Там вы видели создание каньонов, вентиляции и других специальных работ. Открытие новых корпусов должно состояться в День города. До этого времени в здание будет перенесено все оборудование и состоится его пробный запуск, для того, чтобы уже на следующий день они могли принять пациентов. Аза Исаева, Луиза Юнусова при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.